эпидемиологическая ситуация в нашей республике? За последние сутки у нас зафиксировано 55 случаев новой коронавирусной инфекции по республике, из них 42 по городу Якутску. За последнюю неделю, как мы видим, был достаточно серьезный рост, доходило до 65 случаев заболеваний в день. Но сейчас уже вот началось постепенное снижение, сейчас 55 случаев по республике. Мы видим снижение по нашим крупным промышленным районам, по Нерюнгринскому и Мирнинскому. Вместе с тем в ряде сельских районов у нас заболеваемость за последнюю неделю выросла. Сегодня было проведено расширенное заседание оперативного штаба республики. Мы рассматривали ряд вопросов, связанных с обстановкой по коронавирусу, но и по подготовке к новому учебному году. Что касается коронавируса, я особо обратил внимание профильных министерств, в первую очередь Министерства труда и социальной защиты, что у нас появились, к сожалению, за последний месяц случаи заноса инфекции в закрытые социальные учреждения, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, что, конечно же, говорит о несоблюдении со стороны персонала тех норм, которые не должны вот как раз допустить появление этой болезни в таких закрытых учреждениях. Поэтому здесь, конечно же, кроме ответственности непосредственно руководителя этих учреждений, необходимо говорить уже и об ответственности непосредственно самого министерства, потому что такая повторяемость, к сожалению, этих случаев с десятками заболевших, это, конечно же, говорит о определенных упущениях в работе непосредственно самого руководства Министерства труда. Я уверен, что все-таки меры будут приняты, и больше таких случаев у нас, такие, какие мы сейчас наблюдаем вот по городу Якутску, возможно, по Хангаласскому областу, таких случаев у нас все-таки больше не будет. Очень серьезной проблемой было то, что многие амбулаторные больные не лечились, получив назначение у врачей. Сейчас вот мы видим, что последние 2 недели действует мое решение о том, что амбулаторные больные коронавирусом получают лекарства бесплатно, и это дает свой эффект. Все-таки вот количество таких людей у нас уже уменьшилось, которые не лечатся, в основном все лечатся так, но, к сожалению, я здесь тоже вынужден обратить на это внимание, у нас увеличилось количество тяжелых больных. Сегодня 42 человека в республике находятся в очень тяжелом состоянии, из них 11 на аппаратах искусственной вентиляции легких в Якутске, в Алдане, в Нерюнгре. И, конечно же, это говорит о том, что, к сожалению, у нас количество больных тяжелых стало больше, и количество именно пожилых людей, которые болеют этой болезнью, тоже стало больше. Это говорит об определенном уже снижении такой эпидемиологической настороженности со стороны лиц и пожилого возраста, но и со стороны лиц активного возраста. Все-таки меры по сохранению здоровья старшего поколения принимаются недостаточно. Обращено внимание также на работу административных комиссий муниципальных образований, потому что очень много жалоб на работу учреждений общепита, в том числе по городу Якутску, которые работают круглосуточно, и, конечно же, никаких там вот ограничительных мер санитарной, вот социальной дистанции не соблюдаются. Ну, мы все видим те кадры, видео, которые распространяются в социальных сетях. Конечно же, это очень печально, так, но я считаю, что муниципалитетам совместно с Министерством предпринимательства здесь надо принимать более жесткие меры, вплоть до временного закрытия этих учреждений, которые самым наглым образом нарушают ограничительные меры. Так и подводят жизнь людей непосредственно под угрозу. Для начала нового учебного года нам необходимо решить вопросы в первую очередь по крупным нашим городам, населенным пунктам крупным, по наличию рециркуляторов воздуха, по обеззараживанию воздуха в образовательных учреждениях. Работа здесь идет, но, к сожалению, недостаточно быстрыми темпами. Мною дано поручение в адрес министра образования республики Михаила Петровича Сивцева, чтобы неукоснительно были соблюдены все требования, и вот наши крупные школы все в первую очередь были к 1 сентября вот этими аппаратами рециркуляции воздуха обеспечены. Ну и в дальнейшем, в ближайшее время, чтобы все образовательные учреждения республики, это касается не только школ, но и детских садов, это касается и профтехобразования, и высших учебных заведений, соответствовали всем тем требованиям, которые позволяют учебный процесс нормально проводить. Контроль за этим будет очень жесткий. Ко мне обращаются и жители городов и сел республики, обращаются педагогическая общественность, и, конечно, этот вопрос находится сейчас
сейчас уже на моем личном контроле. Уверен, что все меры будут приняты, и 1 сентября наши дети смогут пойти уже и начать учебный год в нормальных условиях. Спасибо.